Иглинском районе ветеран Великой Отечественной станцевал вальс в честь юбилея Победы. Телеканал БСТ продолжает рассказывать истории тех, кто приближал самый главный праздник в новейшей истории. И сегодня речь пойдет о 96-летнем Ахмедзаки Сакаеве, который на фронте воевал не до победного 9 мая, а до окончания Второй мировой. Человек, получивший благодарность от самого Сталина, периодически проводит для школьников и студентов открытые уроки. На одном из таких в историко-краеведческом музее побывал Артур Шамсудинов. Поздравляю всех. Спасибо. Спасибо вам. Его встречают на уроке как победителя, с почестями и аплодисментами, а он лишь скромно благодарит их за такое внимание. Капитан 3-го ранга, единственный в Иглинском районе ветеран, который до сих пор проводит уроки памяти в краеведческом музее. Историк по образованию рассказывает студентам о событиях прошлого, не по учебнику, а по собственным воспоминаниям. Японцы победили, потому что на Дальнем Востоке они угрожали нам все время. Они были в союзе с Гитлером. Китель ветерана как наглядное пособие армейских наград. На груди медаль за отвагу, за победу над Японией, орден Отечественной войны 2-й степени. Впрочем, это лишь малая часть. Можно сказать, по книжке рассказывают. Все, что они знают, они просто по книжке рассказали. А тут сам человек все видел, всю войну. Проходил, сам воевал. Живая история, все рассказывают. Служил Ахмедзаки Сакаев на Тихоокеанском флоте. В качестве артиллериста всю Великую Отечественную сражался с японцами. И для него война закончилась не 9 мая, а 2 сентября, когда отмечали победу над Второй мировой. Спустя 75 лет 96-летний ветеран, включив старый патефон, показывает, как на палубе корабля они праздновали это событие. На Востоке дом офицеров. Там, сейчас вспоминать это. Он был их ровесником, когда его вместе с отцом отправили на войну. Повестки принесли в один день. Провожала и плакала вся деревня. Однако в Уфе дороги навсегда разошлись. Служили на разных фронтах. Ахмедзаки Сакаев участвовал в освобождении Кореи и Китая, за что даже получил благодарность от самого Сталина. Ему прочили хорошую военную карьеру, но он флот оставил. После демобилизации в 1950-м всю жизнь проработал учителем истории. Я сначала поступил в Магнитогорский металлургический техникум, а потом что-то меня не идет, не хочется, не так уже. Я хотел все время, потому что увидел это, учитель в деревне, это как вот это, как вот. И я пошел. Ветеран Великой Отечественной и сейчас ведет активный образ жизни. Ежедневно в его распорядке дня – прогулка и утренняя зарядка. Ну а главным достижением считает свою семью. Ахмедзаки Сакаев воспитал 5 своих детей. Это не считая сотни тех, кто вырос на его рассказах в школе. Всего за годы войны из Иглинского района на фронт ушли порядка 15 тысяч человек, в том числе 58 женщин-добровольцев. Из них свыше половины или каждый второй не вернулись. Остались на поле боя, погибли от ран или пропали без вести. В этом году в Иглинском районе отмечать 9 мая будут всего 5 ветеранов. Артур Шамсудинов, Анас Валиуллин, Азат Ишбулатов и Азат Тузбеков. Новости. Иглинский район.